Всем привет! С вами я, адвокат Таир Насханов. Мы продолжаем серию видеороликов про историю казахского права и великих отечественных юристов. Сегодня я расскажу вам про патриарха казахстанской юриспруденции Салыка Зиманова. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. 19 февраля одному из патриархов казахстанской юриспруденции, столпу становления суверенитета нового Казахстана Салыку Зиманову исполнилось бы 100 лет. Есть несколько основополагающих принципов, определяющих государственность. Наряду с обязательно четко очерченными на картах мира границами, страна заявляет политические и экономические принципы своего сосуществования с другими державами. Все это отражается в основополагающих документах, вершиной которых, естественно, является Конституция. А кто разрабатывает и пишет основной закон страны? Ответ очевиден. Самые профессиональные правоведы, юристы, экономисты и политики. Большой, так сказать, отряд государственников по сути своей и профессиональной принадлежности. Так или примерно так происходило во всех странах, в свое время ставших на путь демократических преобразований и развития дальнейшего народовластия. С позиции года, знаменующего 30-летнюю историю восстановления независимости республики, роль первой скрипки в общем оркестре правоведов, разработчиков основополагающих казахстанских законов единодушно отдают Салыку Зиманову, человеку незаурядного таланта и еще более яркой судьбы. Еще в 1939 году его призвали на срочную военную службу, и Вторую мировую войну он прошел от начала до конца, уволившись в запас в 1946 году в звании майора. Было ему тогда всего 25 лет. В годы мирной, как и в дни военные, карьера Салыка Зиманова состоялась столь же стремительно. Он учится и за 2 года оканчивает полный курс юридического вуза. Затем поступает в аспирантуру и с отличием завершает полный курс юридического обучения. При этом служит в органах прокуратуры, где практически каждый год передвигается по служебной лестнице на вышестоящие должности. Юриспруденция захватывает его с головой. Он чувствует, что законы ему милее любой другой литературы и полностью отдается научной деятельности. Он с блеском защищает кандидатскую диссертацию, после чего в среде теоретиков, правоведов занимает почетное место мэтра. В начале 50-го года его назначают заведующим отделом сектора права при Академии наук. Но, как говорят в народе, талантливый человек талантлив во всем. И этот постулат в полной мере можно отнести к уважаемому патриарху законотворчества в Республике Казахстан. Его административные таланты, все-таки командиром высокого ранга довелось быть ему на войне, не остались незамеченными. И в 1952 году наш герой становится ректором Алматинского юридического института. Сам же Зиманов говорил и не раз, что самым большим своим везением в жизни он считает то, что пришел с войны живым и непокалеченным. А потому он заставил себя трудиться, как позже было продекларировано в популярной советской песне, за себя и за того парня. Биографы и коллеги, ученики считают наибольшей заслугой Салыка Зиманова активную деятельность по подготовке ученых-юристов, в том числе историков, защищавших диссертации на казахском языке. Он отдал много сил формированию именно казахстанской школы историков и теоретиков права. Но особо ярко проявился талант Зиманова, ставшего академиком в сфере политики, когда он был депутатом Верховного Совета Республики Казахстан. Он влился в число
сторонников суверенитета сразу же и всецело, вместе с такими же правоведами, мощными государственниками, патриотами. Он стал активно заниматься новым законотворчеством в пору самого начала, так сказать, с истоков суверенитета республики. Был он в те времена депутатом, а затем председателем комитета и членом Президиума Верховного Совета Казахской ССР 2 созывов. Его вклад в подготовку проектов деклараций о государственном суверенитете Казахской ССР, закона Казахской ССР об изменении наименования Казахской Советской Социалистической Республики, конституционного закона о государственной независимости Республики Казахстан, закона о гражданстве Республики Казахстан, первой конституции восстановленного независимого Казахстана 1993 года и ряда других законов переоценить невозможно. Чтобы не утомлять зрителя подробностями и деталями, из которых складывается монументальная личность героя, телеграфно перечислим только самые значимые его работы, как теоретические, так и организационно-административные. Итак, Салык Зиманов был председателем диссертационного совета по присуждению ученых степеней доктора и кандидата юридических наук при Академии наук, являлся членом консультативного совета при президенте страны, членом Национального совета по государственной политике Республики Казахстан, председателем комитета и членом Президиума Верховного Совета. С 1996 по 2003 почетный директор Института государства и права Академии наук. Много раз слышал от коллег, а порой и сам лично я присутствовал на встречах общественности с Салыком Зимановичем. Знаю, что его откровения и рассказы о государственном обустройстве не оставляли равнодушным никого, кому дорога наша страна. Он пользовался огромным авторитетом и уважением среди коллег, учеников и широкой общественности в Казахстане и за рубежом. Зиманов выступал с лекциями и докладами во многих странах. В последние годы жизни он вел активную научную и общественную деятельность в должности почетного профессора, члена Совета Аксакалов Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Более 500 научных трудов вышли из-под неутомимого пера Салыка Зиманова, в том числе более 20 монографий. Среди них такие значительные работы, как трехтомник «История государства и права Советского Казахстана», «Обычное право казахов XVIII – первой половины XIX века», и важным исследованием стала книга о России и Букеевском ханстве. К числу классических работ относится книга Зиманова и Атишева «Политические взгляды Чокана-Валиханова». А венцом его научной деятельности является издание десятитомника «Древний мир права казахов». Как граждане, которым выпала миссия быть первыми поколениями нового Казахстана, мы должны извлекать уроки из судеб великих современников, к которым безусловно следует отнести патриарха казахстанской юриспруденции Салыка Зиманова и продолжать их традицию жить и трудиться на благо сограждан и как минимум учиться самим и учить детей патриотизму. С вами был я, адвокат Таир Насханов. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал.